Здравствуйте, товарищи. Слышно ли нас, видно ли нас? Значит, показ слайдов начнем. Мы начинаем собрание Республиканского методического объединения предметной области искусства. Нас видят, только мы, наверное, скорее всего, не видим никого. Но это не столь важно. Да? Мы начинаем собрание Республиканского методического объединения предметной области искусства. И, собственно, сегодня наше собрание, оно должно рассмотреть 5 основных вопросов. Значит, первый вопрос, вот здесь у нас повестка собрания написана, предметная концепция как основа для обновления содержания образования предметной области искусства. Я прокомментирую этот вопрос. О социально-профессиональном паспорте учителей изобразительного искусства Республики Коми, но я дополнила еще и музыки и пения, выборка на основе статистических данных о составе педагогических кадров, представленной таблицы в РИЦОКа. Я расскажу об итогах конкурса фестиваля «Педагогический вернисаж. Пути творчества». То есть все то, что мы делали и говорили в прошлом году, у нас уже подходят итоги. Очень всегда было много вопросов, а когда, чего, а почему. Но хочется, в общем-то, прокомментировать свое мнение в рамках, в общем-то, проводимых мероприятий, обозначить свою позицию как организатора этого мероприятия. Четвертый вопрос, очень важный вопрос, это перспективный вопрос на этот год об организации республиканской конференции с рабочим названием «Перспективы развития и совершенствования системы художественного образования Республики Коми». Единственное, в рамках вопроса, который я здесь ставила, я не поставила вопрос о музыкальном образовании, потому что меня не проконсультировали о проблемах музыкального образования, я площадку такую не обозначила. Думаю, что Наталья Александровна, она, собственно, потом мне поможет и дополнит основные вопросы вот как раз по этому четвертому вопросу. И пятый вопрос доложит нам Наталья Александровна, вопрос организации 3-го республиканского турнира по музыке среди школьников. Это тоже на перспективу работы этого года, и в данном случае, наверное, этого учебного года или нет? Следующего учебного года. Ну вот эти 2 мероприятия, они планируются в следующем учебном году. Вот. И мы, естественно, должны заранее проанонсировать эти мероприятия, чтобы вы могли сегодня уже начать работу в подготовке к этим мероприятиям, потому что мероприятия крупные, большие, важные для нас, потому что они позволяют нам определиться, с кем мы работаем, кто с нами работает, каким образом мы будем с вами выстраивать перспективы этой работы. И, в общем-то, они даже, может быть, такое организующего характера будут эти мероприятия. Я знаю, что турнир проводится уже 3-й год, а вот республиканская конференция в области художественного образования, на моей памяти их, по-моему, не было, таких конференций. Нет, у нас на нашей базе было уже несколько конференций республиканских. С узким наполнением музыкальным наполнением, да. А мы рассматриваем все-таки проблематику более шире, и мы хотим подключить сюда и культуру, и мы хотим подключить систему дополнительного образования, мы хотим подключить к конференции систему высшего и среднего профессионального образования. Не только делать это на уровне общеобразовательных школ, но показать именно уровневость художественного образования в Республике Коми. Вот такая повестка дня. Собственно, по первым вопросам буду докладывать я. И поэтому первый вопрос – предметная концепция как основа обновления содержания образования предметной области искусства. Это новый документ. Моя задача – провести ознакомительный характер с этим вариантом. Ваша задача – с ним познакомиться, взять себе на вооружение. Значит, концепция преподавания предметной области искусства в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, принята 24 декабря 2018 года на коллегии Министерства просвещения Российской Федерации. То есть это в канун Нового года были приняты 6 предметных концепций. Вы знаете, что концепцию мы обсуждали даже в рамках Республиканского методического объединения, мы вносили предложения.
у нас есть площадка. Правда, активности как таковой нет. И активность проявляли только те участники, которые присутствовали в наших очных мероприятиях. Они высказывали свои мнения, и на основе этих мнений, этих позиций мы, в общем-то, делали обобщение, да. вносили предложения. Да, и, конечно, те предложения, которые мы вносили, они вошли в концепцию, ну, может быть, как-то так вот не скажешь, вот прямо конкретно, да, она очень обобщенная. То есть вот сам документ, он практически на 3-4 листах, ну не 3-4, наверное, около 8 листов, очень сжатые все вот эти компоненты решений, и не думайте, что под сжатыми этими компонентами не будет представлена масса мероприятий, потому что придется все-таки обновлять и систему обучения и образования, и подготовку педагогов придется обновлять, и систему повышения квалификации придется обновлять в рамках этой концепции, и содержание пойдет на обновление в рамках этой концепции. Но я очень кратенько доложу, что она состоит из 6 разделов. Вот здесь можно увидеть на слайде. Она состоит из общих положений, рассматривается значение предметной области искусства. Опять же говорю, очень кратенько, но мы с вами прекрасно знаем, что это культурообразующая, наши предметы культурообразующие, они формируют мировоззренческие позиции наших учеников и их наполненность духовно-нравственным содержанием. Поэтому наши предметы, они не столько учат, сколько они формируют личность наших учеников. Не всегда есть понимание в школе о значении наших предметов. К сожалению, не все администраторы школы рассматривают предметы в рамках ФГОС и в рамках паспорта выпускника. То есть вот если смотреть на паспорт выпускника, то очень многие вопросы, они ложатся в рамках реализации предметной области искусства. Поэтому в концепции рассматривается значение этой области с точки зрения формирования личности наших учащихся и их духовно-нравственного наполнения. Третий раздел – это проблемы преподавания предметной области искусства. Здесь их обобщили под 4 позициями. Проблемы мотивационного характера, проблемы содержательного характера, проблемы методического характера и кадровые проблемы. Немножко поподробнее попозже. 4 раздел содержит цели и задачи концепции. 5 раздел – основные направления реализации концепции, то есть общее направление. Кстати, там тоже есть подразделы, которые надо внимательно читать, потому что есть общее направление, есть отдельное изобразительное искусство, отдельно идет музыка, отдельно мировая художественная культура, и отдельно рассматривается проблема подготовки кадров и материально-техническое обеспечение. Я думаю, что эти вопросы очень важны. Почему? Потому что на сегодняшний день в школах, особенно касается общеобразовательных, материально-техническая база очень низкая, очень плохая. То есть за последние 20 лет она уж точно не обновлялась. Если она не обновлялась до 90-х годов, то за последние 25 лет она вообще никаким образом не обновлялась. Это все, конечно, относительно, это зависит от учителя да, и от руководителя. И директора, да. Но в целом общее впечатление. Да. Мы хотели бы узнать о вашей материально-технической базе, но чуть-чуть попозже. Это вот если, допустим, мы будем говорить о втором вопросе, о паспорте учителя, в котором мы предлагаем провести некое внутреннее анкетирование для определения проблемных и дефицитных зон учителя сегодня. Да, но в этом вы должны нам помочь сами. Ну и последняя реализация концепции – это 6 раздел. Реализация концепции. Значит, на данном слайде я выделила само содержание, то есть значение предмета. И вот как раз в данном случае здесь вот голубым выделено
что значение придает искусство, обладающее способностью опосредованно передавать духовно-нравственные, эстетические и художественные традиции и создавать ценностное восприятие произведений искусства и объектов художественной культуры у наших учеников. Ну и еще важным значением является это непрерывность и преемственность предметной области искусства. Опять же, здесь следует обратить внимание на понятие уровневости, потому что, к сожалению, на сегодня уровни образования, существующие сегодня, то есть дошкольное образование, общее основное образование, хотя дошкольное входит сейчас в основное, среднее профессиональное образование, высшее профессиональное образование и дополнительное образование, оно развивается своими путями. То есть вот особенно в области художественного образования. То есть нет такой логической цепочки, что мы как бы сохраняем преемственность, да, получения какого-то вот этого знания. И вот концепция, она определяет, что непрерывность и преемственность должна быть. То есть нам надо будет рассматривать вопрос, как эти преемственности выстраивать. То есть выстраивать ситуацию в этом компоненте. Проблемы. Все, наверное, я их читать не буду, но немножко все-таки какие-то вещи прокомментирую. Да, фундаментальный уровень существующих образовательных технологий и методик недостаточно адаптирован к новым формам искусства. Но здесь говорится о том, что изменилось время, изменилась ситуация, у нас появляются новые формы искусств, да, особенно большое внимание сейчас стало своеобразные формы, синтетические искусства появляются, сложные виды искусства. Это не только кино, это не только театр, который мы тоже относили к синтетическим видам искусства. А сейчас очень много использования компьютерных программ. Сегодня еще только наблюдала интересную компьютерную фишку, когда оживили лицо Моны Лизы. Да? То есть то, что сейчас появляются виртуальные музеи, и произведения создаются неизвестно с чего, неизвестно как, да, то есть понятно, что в нынешней школе вот за этим еще сейчас трудно угнаться, и даже музыкальные произведения сейчас музыка сочиняться может не только классическими, наверное, и на классических инструментах, но используются и электронные инструменты, поэтому... Ну вот они все-таки оставили эту проблему, да, хотя мы высказывали по поводу этой проблемы, что я вот когда изучала тоже, мне уже попался этот документ, я вот не согласна, что эта проблема на самом деле существует. Не знаю, Наталья Геннадьевна, как вы, но прежде чем выделять это как в проблему, что вот нет у нас каких-то новых технологий, не знаем, как вот оживить Монну Лизу, они должны узнать, что вообще такое Монна Лиза, что такое Рафаэль и что такое остальные композиторы, потому что это вот, ну, так скажем, надуманная проблема. Я сейчас... Да, мы не будем критиковать, я комментирую. Концепция принята уже. И нам ее надо взять на вооружение. Да. Но здесь немножко по-другому вопрос сформулирован, если внимательно прочитать концепцию. Методики не адаптированы под новые искусства, а не от того, что она сейчас нужна. Я с вами согласна, что вообще искусство должно восприняться не с цифровых вариантов, а с аналогов. Конечно, то есть только живое произведение искусства может создать атмосферу правильного и грамотного восприятия, к сожалению, которую мы сейчас на сегодня утрачиваем. Вот нам бы не хотелось, чтобы эта система утрачивалась. Но вот они, видно, выделяют систему этой проблемы, что вот эта область, она начинает утрачивать систему вот этой духовно-нравственных отношений. И вот это, скорее всего, может быть проблемой, потому что утрачиваются нравственные позиции. Да? То есть у нас в искусстве появляется кич. И дети его воспринимают не как кич, а как само собой разумеющееся. У нас появляются очень нехорошие звуки выставки, вот этих кичевых выставок, да, и причем они поддерживаются на уровне чиновников, очень здорово, понимаете? И разделить позицию классического и профессионального искусства с этим кичем, это ведь наша задача, согласитесь с этим. Вот
вот об этом больно смотреть, это что происходит, что ребенок это вот эти новые виды, которые несут и где-то, скажем так, нарушение нравственных каких-то ситуаций, содержание произведений. Вот нам надо, чтобы эти произведения ребенок правильно оценивал. Да, чтобы он Это правильно была оценил. правильная позиция к этому произведению, чтобы он знал, что да, оно может существовать, но оно не всегда есть хорошо. Что оно в себе несет. И что оно несет, какую оценку оценку несет, собственно, само это произведение. Вот об этом, скорее всего, пойдет речь. Вторую проблему, которую рассматривает концепция, содержание образовательных программ в предметной области искусства, недостаточное количество учебного времени уделяется практической, творческой и проектной деятельности обучающих в соответствии с возрастными особенностями. Ну, вот тут написано на основе системно-деятельностного подхода, и определяется, что мало они у нас музицируют, мало рисуют, интегрированной проектной деятельности мало. Со мной, наверное, согласятся очень многие, потому что не один раз мы уже на РМО поднимали вопрос о том, что не надо говорить, а надо делать. То есть наши предметы, они как раз ориентированы на деятельность. И ребенок развивается в рамках деятельности. А какая деятельность в предметах музыки и какая деятельность на уроках изобразительного искусства? Да? То есть или мы рисуем, или мы поем и музицируем. Согласна, Наталья Александровна? Конечно. То есть, и вот тут получается, у нас же всего часовые уроки, и когда с программы требуют, там, поднимают вопросы знаниевого аспекта или еще что-нибудь, теряется сама деятельностная парадигма урока, понимаете? То есть так, что изначально была в уроке музыки, искусства петь, слушать музыку, воспринимать музыку, музицировать. Умение говорить о музыке, и это говорить тоже им, важно. да, и выражать свои эмоции. Выражать эмоции, чувства, но вы же прекрасно знаете, ребенок может об этом сказать, когда через это он прочувствует через деятельность, и тогда он сможет об этом рассказать. Вот тут, наверное, вопрос проблемы, и здесь я соглашусь. Это вечный вопрос. Да, он всегда, он не исчезал, он, собственно, остается, и в рамках обсуждения вот здесь добавилось проектная деятельность. Но я уже не первый раз говорю о том, что, собственно, сама проектная деятельность – это, в общем-то, основа наших предметов. То есть она бывает разных видов. И, собственно, сам урок, он тоже где-то в какой-то степени для ребенка, то задание, которое мы делаем, является частью проектной деятельности. Потому что они создают абсолютно новые для себя продукты. Они не делают копии, они не делают повторы, они делают новые для себя продукты. И отсюда мы говорим о том, что да, это творческая деятельность, она учебно-творческая деятельность. Поэтому мы должны четко различать и грамотно знать технологию проектной деятельности. И не только, собственно, говорить о том, что мы выносим эту проектную деятельность за пределы урока, во внеурочную деятельность. Скорее всего, там мы рассматриваем проблему индивидуальных проектов, да, или групповых проектов. Вот с точки зрения внутренних, вот даже для портфолио, я думаю, что индивидуальный проект более важен. Поэтому вот тут надо нам рассматривать, изучать эту позицию и все-таки выкладывать. У учителей просто еще не сложилось правильное мнение. Что такое, собственно, проект? Да. Кто-то считает, что это проект на уровне, когда ты уже издается приказ на уровне школы, что ты осуществляешь эту проектную деятельность. А для кого-то действительно это проект, который проходит во время урока даже. Да, то есть это методика, это методика обучения. Знание, что такое проектная деятельность. Вот над этим нам, наверное, тоже надо задумываться. И я думаю, что это один из вопросов будущей конференции, потому что нам надо знать, на каком уровне воспринимается система проектной деятельности у нас в республике учителями и преподавателями. Поэтому вот уже даже я сейчас могу сказать по 4-му вопросу о том, что это вопрос конфиденциальный, то есть мы будем это обсуждать и будем искать методики и способы, как организовать проектную деятельность и какие виды проектной деятельности мы можем использовать в рамках наших дисциплин. Да. А третья проблема, которую рассматривает концепция, это преподавание предметной области
основываться на сквозных модулях с возможностями вариативности по выбору образовательной организации. Данный подход не обеспечен учебными пособиями, методическими разработками. И второй компонент этой проблемы – в настоящее время не обеспечена преемственность содержания уроков в предметной области искусства и внеурочной деятельности. Ну, здесь вопрос к вам, да, насколько этот компонент не обозначен, как не выражена преемственность, есть ли такие проблемы в ваших школах и есть ли эти проблемы с вашими детьми, насколько вы связываете основную часть преподавания предмета с внеурочной деятельностью, есть ли у вас сквозные модульные программы вот в этом плане, конечно. Опять же, это вопрос обсуждений. Это вопрос обсуждений. Сначала обсуждений. То есть нам надо выявить проблематику, проблемы, над чем нам работать. Мы говорим, а вот тонкую, четкую проблему для себя мы пока не выявили. Для этого, в общем-то, и задача конференции, о которой, опять же, я возвращаюсь к четвертому вопросу. Да, важно, что встреча вот на конференции, когда мы воочию друг друга увидим, и обсуждаем. Да, обратную связь уже может иметь более конкретно. Тем более там, скорее всего, будут и публикации, и будет подготовка статей, и будут мастер-классы, и уже мы в живом процессе сможем увидеть, собственно, суть проблемы. Должна сказать, что когда я проводила сейчас в рамках педвернисажа мастер-классы, некоторые проблемы организации проведения мастер-классов обозначились очень остро. Прямо было видно, что проблема стоит остро. То есть непонимание преподавателя, педагога, непонимание администрации. Что они делают, понимаете? Вот это было, для нас это было вот своего рода таким посылом, что хорошо, что были как хорошо, что мы вообще это дело взялись и провели. Следующая проблема, которая рассматривает концепцию, это 4-я система подготовки и дополнительное профессиональное образование педагогических кадров не отвечает современным требованиям в части формирования компетенций, необходимых для преподавания в поликультурной среде. Предусмотрен профессиональным стандартом педагогическая деятельность в сфере школьного, начального общего, основного общего, среднего общеобразования, воспитатель, учитель. Ну что здесь я могу сказать? Сейчас вы знаете, что у нас в высшей школе происходит. У нас сейчас появилось просто педагогическое направление, в котором есть некие специализации, то есть в рамках бакалавриата. Вот. И настолько сузили обучающий компонент. Вот если мы, когда учились и получали наше высшее образование, мы получили универсальное образование, то есть и целый комплекс предметов мы могли преподавать после своего завершения вуза, то на сегодняшний день настолько узко, настолько мало дается в рамках бакалавриата, что после завершения, собственно, Человеку надо заканчивать магистратуру. Да, ему нужно заканчивать еще не одно образование, чтобы расширить тот диапазон умений и знаний, чтобы преподавать предметы даже в нашей общеобразовательной школе. То есть не хватает даже компетенций преподавать в общеобразовательной школе, в детских садах не хватает компетенций. То есть о чем разговор? И я уже говорила, что у нас нет логики преемственности между преподаванием изобразительного искусства в садике, изобразительной деятельности в садике, в школе, потом выход на доп. Образование, каждый валится, собственно, в своем соку. И вот тут-то как раз, опять же, вопрос этой проблемы подготовки. Но способов подготовки разных много, и потребности нужны. К сожалению, очень трудно определить дефицит учителей Республики Коми, потому что связано с вашей неактивностью. Вот просто неактивностью. То есть вы привыкли вот так спрятаться, как мышки, в свои норочки и сидеть в этих норочках. Не трогают, и слава Богу. Да, я живу, мне хорошо. А то, что происходит глобально, вы этого не видите. Вот эту глобальность уничтожения предмета вы не замечаете. Понимаете? Вот тут-то становится и страшно, что, сидя на своих местах, вы убиваете свою вот эту деятельность. И мне обидно, потому что я 20 лет, 30 лет отдала этой профессии, и на сегодняшний день очень трудно мне
видеть в школах вот этот упадок. Да, упадок вот по отношению к предмету, отношению к всему. Упадок не только по отношению к нашему предмету. Там, ну, тем не менее, везде вот проблемы. Я просто говорю, мне легче говорить о своем предмете, чем о каких-то других, потому что я знаю, что это везде проблема стоит. В общем, также рассматривается цель. Я не буду ее прочитывать, я думаю, что вы уже успели прочитать и цели, и задачи концепции, да, какие тут поставлены 4 основные задачи. Но тоже они остались прежние. Да, то есть я не думаю, что они и были до принятия концепции, они эти задачи, по-моему. Практически все осталось, Ничего не поменялось. И наших предложений здесь да, ничего. И все-таки вот возвращаюсь, я думаю, что, вернусь я, вам ваша задача посмотреть систему реализации, то есть внимательно посмотреть. Документ концепции опубликован на нашем сайте в рамках РМО в документах. То есть можно выйти на сайт нашей предметной области искусства. Кстати, я опубликовала эту концепцию не только в области предметной области искусства, но и дополнительное образование. Я тоже там дала в документ эту концепцию, потому что некоторые вопросы взаимодействия дополнительного образования и основного общего там идут. То есть эта концепция нужно знать всем, да? То есть, поэтому как бы с ней можно познакомиться. И даю там ссылку на, собственно, базу, где впервые был опубликован этот документ. То есть вы увидите, что по ссылке можно выйти на сайт Министерства просвещения и увидеть, где опубликован, собственно, документ, его нормативная база, на которую можно ссылаться и на себя, в общем-то, позиционировать в рамках этого документа. Ну вот это кратко по первому вопросу. Есть ли вопросы у присутствующих по первому вопросу концепции? Ну, концепция, в общем-то, нужно понимать, да, каждому учителю музыки, учителю изобразительного искусства. Зачем ее нужно знать? Чтобы знать основные направления, куда мы движемся. И также вот у нас предстоит конференция, да, надо ссылаться на концепцию, на какие-то проблемы обозначены. Это уже будет научный подход, да, при написании даже докладов, статей или каких-то. Я думаю, что вы с администрацией сейчас должны выстроить отношения таким образом, чтобы они вам помогли принять участие в рамках этой конференции, чтобы для них это участие в конференции стало таким же важным событием, как и для вас лично. То есть, чтобы они тоже вам помогли показать проблемы, дефициты учителей школы, вышли вот на этот вот показатель на уровне республиканской конференции. Но вот для того, чтобы конференцию провести, да, и, в общем-то, определить дефициты, да, мы решили, уже в прошлом году мы заявляли, но вот потихонечку я начала, у нас прошли собрания председателей РМО, уже 2 собрания, и все председатели республиканских методических объединений высказали такое мнение, что нам нужно знать социальный портрет тех людей, с которыми мы работаем. И РИЦОКа нам предложила таблицу, статистическую таблицу о кадрах, обеспеченность кадрами республики, кадрами педагогов, учителей, то есть педагогическими кадрами, август 2018 года. Ну, скажем так, достаточно свежая таблица, да. Я сильно выборку не делала, но вот что из этой выборки я извлекла для вас. Вот сейчас на слайде мы видим. Первое. Учителя ИЗО составляют 1,7% от количества всех учителей общеобразовательной школы Республики Коми. Представьте себе, менее 2%. Менее 2% мы представляем собой. Это нас не так уж много. В 308 школах Республики Коми работает 130 учителей изобразительного искусства. Для такой республики 130 учителей. Для 308 школ 130 учителей. Это обеспеченность учителями 57,8%. 53 человека, 40,8% это учителя пенсионного возраста. То есть это люди за 50. 71 человек из 130, которых я назвала, 71 человек, это 54,6% учителей имеют высшее образование. Это хороший показатель, но, согласитесь, 54% это половина учителей только имеют высшее образование. И 31 человек, 23,8%, а это, считайте, 1/5 часть от всех учителей имеют высшую категорию. Высшую категорию.
вот эта вот пассивность, да, которая Да, присутствует. да, да. То есть на сегодняшний день оставшиеся с тихой сапой сидят либо на Без первой категории. или без категории. То есть или не имеют никакой категории, либо имеют... То есть я не стала считать, сколько имеют первую категорию, потому что все-таки первую категорию учителя изобразительного искусства получить у нас могут. Это не так уж и сложно. Тем более это идет в рамках муниципалитета. Ну, в этой таблице нет информации о специальном образовании, потому что учителя изобразительного искусства у нас иногда бывает так. Начал на совмещении и полностью перешел на область изобразительного искусства, но он не имеет специального художественного образования. В порядке вещей такое и есть. Но, тем не менее, вот наша задача выяснить, да, в рамках анкетирования, получали ли вы специальное художественное образование, среднее специальное или высшее художественное образование. Нет информации о совмещении, да, потому что мы получали специальность учителя изобразительного искусства и черчения, да, на сегодняшний день очень остро стоит вопрос, почему в школах нет черчения, и этот вопрос мы же постоянно обсуждали, это зависит от вашей активности или пассивности, наличия этого предмета, его никто не отменял. Но, тем не менее, мы говорим о совмещении, то есть учитель изобразительного искусства, он совмещает преподавание с черчением, иногда мировая художественная культура, если закончил специализированные курсы, иногда получается, что ИЗО и музыку ведут, иногда ИЗО и технологии ведут. Ну вот это вот это хотя бы еще какие-то близкие когда физику предметы. ведет музыку еще. А да? вот есть такое совмещение, как возможное совмещение с социальными педагогами, вожатыми, ИЗО ведут учителя начальных классов, совмещение с историей, с географией, с биологией, который предмет является уже на остаточном принципе, а такой у нас есть вариант, да. Поэтому вот нам надо выяснить, на каком процентном соотношении учителя у нас ведут предметы ИЗО. То есть полностью ли они отдаются этому предмету или нет. Или, допустим, может быть совмещение учителя с педагогом доп. Образования. Вдруг он работает еще в системе дополнительного То есть мы образования. должны сделать анкетирование. Да, мы должны сделать анкету, запустить эту анкету среди вас, учителей. 130 у нас учителей ИЗО. И сейчас я поговорю о учителях музыки, да, тоже и для музыки такой же компонент надо разработать, чтобы мы знали, какой контингент, с кем мы работаем, да. И очень острый вопрос сейчас говорят о учебниках, принятых в рамках ФГОСа, да, какие учебники, какие УМК вы используете, да, то есть вот нет совсем никакой информации, потому что, насколько я знаю, 3 варианта УМК точно используются по республике. Представьте себе, как можно позиционировать в рамках методики, если у вас настолько диапазон ОМК разный. Да? Вот тут проблема наша. Как вам объяснять методику, если вы работаете по разному ОМК? Вот тоже, я думаю, что Наталья Александровна здесь тоже со мной согласится. И еще момент. Педагоги доп. Образования, СПО, я педагогов доп. Образования, СПО и ВПО в расчет не брала. Это только общеобразовательные школы. И вот такая же таблица, такая же выборка в социально-профессиональном паспорте учителей музыки и пения. Тоже смотрим. Учителя музыки и пения составляют 1,6%. Тоже меньше уже немножко от количества всех учителей общеобразовательных школ. В 308 школах республики работает 123 учителей, того еще меньше. Да, это 60% обеспеченности учителями, специалистами по возможности. Я думаю, что музыку, наверное, все-таки не специалист вести не сможет. Нет, Или почему? может? У нас ведут учителя начальных классов, добирают себе нагрузку. Ну, я просто имею в виду, что все-таки учителя начальных классов, они базу какую-то немножко, небольшую... Но нет, сейчас они ничего не получают, да? Нет. Ну, вот видите, проблема уже. Раньше они получали, а сейчас, в общем-то, они ничего не получают практически, да? Даже в исполнительском плане там ничего нет. 42 человека, 34,1% – это учителя пенсионного возраста. 55 человек – это 44,7% учителей. У меня здесь ИЗО написано, на самом деле это музыки. Имеют высшее образование. И 34 человека, чуть больше, чем учителей ИЗО, 27,6% имеют высшую категорию. Но я думаю, что настолько равноценная информация,
То есть мы можем вот сейчас даже вот просто зрительно взглянуть и посмотреть. И то же самое я пишу по остальным вопросам. Нет информации о специальном обучении, нет информации о совмещениях, возможно совмещение с социальными вопросами, особенно начальных школ, и педагоги дополнительного образования с ПВУ в расчет не брались. Да? Опять же, можно как раз, есть у меня задумка, у меня уже есть предпосылки для создания этой анкеты, и я думаю, что мы с Натальей Александровной проведем эту работу анкетирования, мониторинг такой, да, чтобы мы могли на конференции, на нашей конференции, сообщить эту мониторинговую информацию. Да, и, в общем-то, из этого ведь все проблемы вытекают. Потому что на основе вот этих материалов у нас появляются как раз и профессиональные дефициты. Уже сейчас можно кое-какие дефициты для себя выявить, да, уже в рамках даже Получается, вот такой... в остальных школах кто работает? То есть или предмета нету, да? Да. Или у нас, что там происходит? Вот, 170 Вот почти школ. Вопрос возникает. Хотя этот предмет и вообще область искусства, она обозначена как обязательная в основной Нет, так она в основной программе. общеобразовательной школе идет. То есть Да, это предмет идет как минимум до 9 класса. Да. Как минимум до 9 класса. И в начальной чем он перекрывается? Чем он перекрывается в других школах? Вот это вопрос просто... Вот как просто... в основной образовательной программе у нас прописано, что область искусства она имеет определенное количество часов. Как вот эти часы додаются? Я не придумывала, честно говоря, статистические данные представлены, видите, это обеспеченность кадрами на август 2018 года. Но я еще ни в каких официальных документах не видела информации о том, что в школах не хватает учителей музыки ИЗУ. У нас вот музыкальных руководителей в детском саду информация постоянно выскакивает, потому что заведующие детских садов не могут жить без музыкальных руководителей. А без учителей музыки, видно, сейчас уже можно жить. Есть доп. Образование, которое делает там утренники, праздники и все прочее. А учитель музыки как таковой... Информация, я считаю, что очень полезная сегодня. Очень полезная, Очень да. полезная информация, я думаю, должна была вам доложить. У нас даже выпускники ищут работу учителя музыки, и она вот не высвечивается. Она не высвечивается. А вот по этим данным, ведь они же не докладывают, они же никто не анализировал вот эти цифры. Это я вот села и по этой таблице сделала выборки. Вот вам, пожалуйста, анализ этой выборки. Вот у нас единственная школа, где требуется там в Ельницком автономном. Но я слышала, что вот прочее. в третьей школе как-то вдруг и во второй школе вдруг звучало, что там нету специалистов. Ну, у нас но это там работают. настолько это вот сегодня она есть, завтра это нет. В общем, так идет. Третий вопрос, о котором я говорю, это все-таки то, что я вам хотела доложить, это итоги конкурса фестиваля «Педагогический вернисаж». И вот на этом слайде, если вы обратите внимание, это целая цитата из нынешней концепции. То есть я не вверх внесла, а внесла именно сюда вот эту концепцию. Почему? Потому что если мы обратим внимание на последние пункты вот этой цитаты, да, в рамках подготовки, это задача для реализации концепции. То есть написано: развитие систем олимпиад, конкурсов, направлений художественно-творческого развития обучающихся, музыка, живопись отдельно, да, и педагогического мастерства для педагогических работников предметной области искусства, да, как формы повышения уровня профессионализма, результаты которых должны учитываться при аттестации учителя и влиять на рейтинг образовательной организации. И как раз педагогический вернисаж, он, собственно, и решал вот эту проблематику профессионализма, которую мы обсуждали в последних собраниях РМО. И в данном случае связь обеспечения преподавателя предметной области искусства специалистами – это вопрос к предыдущему вопросу, который мы сейчас только что осветили. То есть вот можно на это обратить внимание. Ну, теперь такие общие итоги. Должна сказать, что почему вопросы возникали. Да, у меня была задержка с публикацией положения. Была задержка, и опубликовать положение мне пришлось очень поздно, где-то в октябре месяце. На самом деле по положению конкурс начинался у нас 3 сентября, и он идет аж до конца февраля. То есть это целый
комплекс мероприятий. Вот если вы посмотрите, было проведено более 20 мероприятий в рамках вот, в общем-то, этого фестиваля. Поэтому почему он получил название фестиваль? Естественно, всегда все мероприятия анонсировались. Все мероприятия продвигались через сайт КРИРО и через сообщество, республиканское предметное сообщество. Был организован и сделан сайт. И, кстати, вот к вашему сведению, вот эта сама работа, она тоже определяет дефицит профессиональный, не владение ИКТ-технологиями. ИКТ-компетенции, наличие ИКТ-компетенций. Потому что сегодняшняя проблема, как загрузить, как взаимодействовать, как написать, как скинуть ссылку, вот это возникало у очень многих, потому что многие материалы публиковала я сама. Преподаватель почему-то не справлялся. Да? То есть вот выходили на меня, как на организатор, и я вела публикацию на сайте. Для чего это делается? Делается для того, чтобы как можно больше людей могли позиционировать и видеть эту площадку. Да, не только она для республики рассчитана, она рассчитана на широкий диапазон позиционирования федерации, чтобы люди знали, что такой конкурс существует, и он существует именно и в этом году. Спасибо, мне мои коллеги с Орловской области скинули работы, и я думаю, что они были не менее заинтересованы принять участие в этом педвернисаже. Потому что на самом деле, вот я хочу сказать, что этот конкурс, фестиваль, да, приобрел еще форму, это уникальное ваше достижение, потому что здесь вот проявить себя, когда вот дошло до меня, что это такое. Как да, участник. Когда мы с вами начали уже работать и по положению, что это просто замечательное мероприятие, потому что здесь каждый может проявить себя как не просто педагог, да, а как творческая личность. Это в первую очередь вот. Как творческая личность, и как педагог. И как да, и насколько ты владеешь сам кистью, инструментом, голосом, да, насколько ты можешь это все показать внешне, насколько ты сам музыкант и художник, да, это тоже ведь очень важно. Это очень важно, да. Потому что все мы учились и занимались исполнительской деятельностью. В плане вы рисовали картины, мы исполняли, сдавали академические концерты, участвовали просто в концертах, и это никуда не ушло. Этим нам хочется заниматься постоянно. Конечно, кто-то сочиняет. У нас сочинительство на первом месте, а в музыкальном я знаю, что очень многие сочиняют свои песни, у нас много учителей и складывают, простите меня, вот такие вот в свои кошелочки, никто не знает, что они есть вообще. Насколько можно, они издаются, конечно, так, на уроках где-то, и все. А хотелось бы именно, как это, по сути дела, это является и трансляцией, и публикацией опыта, то есть ваши материалы, они выходят в систему публикации. Наталья Геннадьевна, вам низкий поклон, я думаю, у вас достаточно, может, музыканты не так сильно поучаствовали, потому что для них это был первый опыт и первая такая боязнь затравка. Такая была, конечно, но я думаю, что в следующем мероприятии мы постараемся больше привлечь народу, как-то вот сагитировать, пробудить в них этот росток творчества, потому что все они поющие, играющие люди, конечно, которые могут и даже и сочиняют, просто они боятся. Здесь представлены у меня ссылки, которые, собственно, можно активировать и посмотреть, что там происходило, потому что в этом году я позиционировала по каждому мероприятию, то есть там есть фотографии, там есть афиши, там есть высказывания, там есть пресс-релизы, там есть информационные какие-то комментарии и так далее. Поэтому их можно посмотреть. Но вот общая оценка, значит, в выставке приняло 45 участников, 45 участников, которые представили 75 творческих работ. Они сейчас экспонируются, и до конца февраля еще можно посмотреть эту выставку. Она работает, и в рамках празднования юбилея КРИРО мы еще раз проведем экскурсию по этому залу, поэтому можно прийти и посмотреть. Что еще? У нас вот 3 направления были представлены: изобразительно-декоративно-прикладное творчество и дизайн. Это отдельное направление. Музыкальное творчество и методическое творчество. Методическое творчество не совсем люди поняли, что это такое. Стали почему-то присылать воспитательные мероприятия. Это не совсем правильно. Чего мы и боялись. Да, то есть нужно не воспитательное мероприятие присылать, а ваше умение научить петь,
играть, сыграть Показать самим, какую-то показать технологию. какие-то фрагменты музыкально-педагогические. Мастер-классы. Мастер-классы, Да. да, то есть именно на исполнительство был нацелен мастер-класс. И очень хочется, чтобы вам было понятно вот это направление, где, собственно, вы опять же проявляете как творцы, а не как педагоги чистой воды. То есть, но здесь очень близко методическая, педагогическая составляющая, умение научить необучаемых, умение научить тех, кто впервые кисточку берет или поет в первый раз. Вот суть этих мастер-классов. Да? Наверное, нужно будет пересмотреть свои позиции. Ну вот пишу организовано 2 концерта, но один концерт у нас прошел на Новый год, мы назвали его «Новогодний серпантин», а второй концерт он у нас предстоит, он будет проходить 26 февраля, поэтому я все равно позиционирую, что он был подготовлен, этот концерт. Представлено 8 мастер-классов, да, и их трансляции. Я сама провела 3 мастер-класса. У меня вот получилось так, что заболел у меня педагог, и пришлось его быстро, в срочном порядке заменять. Эти трансляции до сих пор можно просмотреть, то есть их увидеть, они на сайте Клиро, я везде их ссылки сделала. Посмотрите, если в самом мастер-классе у нас было там по 5-6 участников, да, которые непосредственно выполняли работы, но просмотров там около сотни, то есть люди смотрели эти мастер-классы, и очень многие потом мне говорили, ой, как было приятно посмотреть, так было любопытно. Это курсы повышения квалификации. Да. То есть, правда, приходили, говорят, а почему вот мы у вас сидим, вы нам сертификаты не выдаете? Но вот опять же, вот непонимание, вот, что у нас идет конкурс, фестиваль, что в них принимают участники, которые себя заявили. Видите, здесь люди уже хотят все подтвердить, чтобы бумажно, да, чтобы вложить в свою аттестацию. Ну, это, в общем-то, здесь... Но тем не менее, вот подготовлены, между прочим, материалы, и чтобы вы не думали, что я про вас забыла, и что вот как бы не вот, готовится. кстати, на будущее, если такие вопросы возникают, может, и стоит какие-то сертификаты подготовить, если Наталья возможно. Александровна, если честно, да, вот Наталья Александровна, Участие в мастер-классе. если внимательно прочитать положение, я там понимаю, все да. написано, что все мероприятия что будут поддержаны дипломами, сертификатами, каталогами и так далее и тому подобное. Да, потому что вот, чтобы вы не думали, что это неправда, я подготовила такую картинку, в которых, собственно, вы увидите, что уже все это готово, осталось только его разослать, подписать, передать и так далее. То есть это все сделано. Вот есть и новогодний серпантин программа, Наталья Александровна так и не забрала, там у нее есть фамилия участницы. Есть крещенский фестиваль мастер-классов, программка, есть каталог «Педагогический вернисаж пути творчества», есть афиши, есть дипломы, сертификаты, благодарственные письма. То есть собственно, осталось только, собственно, это все распечатать, подписать и раздать. То есть говорить, что мы это не сделали, это, конечно, да. То есть это работа большая, и когда ко мне звонили, вот мне хочется сказать, что большую часть этой работы делаю я одна. Нет, это Согласитесь с этим, что да. ну как время нашлось, так сделала, да. Но я не выхожу за рамки положения. То есть то, что прописано в положении, сроки, все я выдерживаю. То есть у меня еще до 28 февраля осталось 3 недели, а у меня уже, видите, какие заготовки сделаны. Поэтому все вы получите вы эти дипломы, сертификаты. Мы не все это волнуемся, будет. что Да. мы уверены, что вы сделаете все Что это хорошо. сделано? Ну вот очень кратенько вот по мастер-классам такую я сделала выборку, чтобы вы увидели, что очень полезные, собственно, вот эти учебные мастер-классы. Это было полезно и самим участникам. И, в общем-то, я поняла, что вот сама трансляция тоже требует вот как бы вот подхода, и она необходима. То есть подготовленные трансляции – это, по сути дела, мастер-классы, которые можно применять в рамках обучения. Это просто здорово, это сама форма такая получилась интересная. То есть можно сказать, что
подведя итоги, я поняла, что тут у меня, спасибо, Галина Владимировна Китайгородская, она наконец-то тоже начала понимать, в общем-то, красоту нашего праздника, вот этих выставок и все такое. Она начала позиционировать, она нашим гостям всем позиционирует по поводу выставок и по поводу наших мероприятий. Вот. Мы, конечно, хотим, чтобы наш проект, он занял какую-то позицию. А чтобы он занял позицию, нам надо его ввести в систему гранта. Если вы найдете где-нибудь грант поддержки, скидайте нам ссылку. Мы напишем документы гранта и отправим для того, чтобы получить деньги, чтобы мы могли обеспечить не только, чтобы вы спонсировали наше мероприятие оргвзносами, да, а чтобы мы могли еще какие-то призы сделать. Ну, это и президентский грант, возможно. Да, почему то есть, бы и нет? да, поэтому надо готовить документы. Да, надо готовить документы, потому что сама мне уже тоже говорят, тут какие-то такие массовые мероприятия проводишь, а почему у тебя... Тем более уже это мероприятие не один год проводится, оно уже обкатано. Да, и не забывайте, что каждый год я не планирую проводить это мероприятие, все-таки подготовка очень колоссальная, очень много событий происходит в рамках этого проекта, поэтому биеннале. Биеннале это значит раз в 2 года. Да? То есть следующий педвернисаж будет планироваться на, скорее всего, 19-20 год. 19-20 год. Ну и еще мой вопрос. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Еще один мой вопрос, который... об организации республиканской научно-практической конференции. Да? То есть... В классе Натальи Геннадьевны Торлоповой, нашего известного художника в республике. И у нас сегодня мастер-класс под названием «Цветы и травы Республики Коми» в технике акварель. Девочки, ну что, девочки, начинаем работать. Значит, что необходимо сделать? Первое, что готовим, пока я буду говорить, у вас должны быть готовы краски. Для того, чтобы краски были готовы, необходимо их смочить. То есть мы сейчас берем, смачиваем, потому что я не смачиваю, потому что у меня краски, они не в кюветах, у меня краски жидкие. То есть я использую жидкие краски, а те краски, которые в кюветах, они должны быть обязательно смочены. То есть пока я буду говорить, все краски наберут необходимую долю воды, они будут готовы к той работе, которую мы сегодня будем выполнять. А сегодня нам понадобится очень насыщенные колера, то есть нам придется очень в полную силу брать цвет на красках. Это мастер-класс, который я проводила. Значит, для нынешних заданий мы не берем очень сложную композицию. Я решила назвать ее «Цветы и травы Республики Коми». Просто давайте подумаем, а какие травы мы можем изобразить и цветы, вот, чтобы они были свойственны для севера. Какие травы? Какие вот в первую очередь вам приходят в голову? Иван-чай. Иван-чай, очень замечательно. Одуванчики, клевер, еще какие Матемачка. Матемачка. Васильки. Как мне выйти и сказать, я не могу выйти хвощ, между прочим, да, хвощ. Так, закрой. Все мы, почему-то вышло у нас вот этот материал. Вы уже нас простите, что так получилось, но его можно посмотреть. Это была реклама. Это была реклама. Да. То есть, значит, смотрите, все-таки мы говорим о конференции, это очень важное событие. В общем-то, я в рамках этого события уже получила согласие от университета. Я получила согласие, я думаю, что будет согласие от Национальной галереи Республики Коми для того, чтобы они привлеклись к организации этого мероприятия. Есть, то есть я уже информирую всех педагогов доп. Образования, учителей. Сейчас я информирую республику, что такое мероприятие мы планируем. Да? То есть первое, что я не знаю, как музыкантам, но мы хотим все-таки решить вопрос об ассоциациях. Ассоциации, вот и первый вопрос.
а в организации регионального союза художников-педагогов или ассоциации и проведении учредительного собрания этой ассоциации. Не знаю, какая может быть ассоциация у музыкантов, может быть, в рамках этой. Они музыкантов пока не берут. Они берут учителей мировой художественной культуры и учителей изобразительного искусства. То есть вот этот союз художников-педагогов, он позиционирует как международный союз. Я выходила на представителей в Санкт-Петербурге. Ольга Леонидовна Некрасова-Каратеева, мы с ней разговаривали. Сейчас у меня есть возможность в Москве побывать, поговорить с Мариной Астафьевой. Если она выйдет на связь со мной и даст согласие, мы с ней, скорее всего, встретимся. То есть вот один из вопросов – это об организации вот этого союза. Он очень полезен. Может быть, многие учителя изобразительного искусства не позиционируют в рамках этого союза, но я считаю, что очень много конкурсов, которые они проводят и для детей, и для взрослых, в которых может принимать любой участник, и школы в том числе. Да, вот сейчас проводится изобразительный диктант. Они по всей России проводят изобразительный диктант. Я только позиционирую, я то есть провожу рекламу. И я вижу, что реклама имеет действие, потому что у нас художественная школа Эжминская, они решились на это мероприятие. И сейчас, если будут желающие по Сыктывкару, то они планируют это мероприятие провести 17 февраля. Изобразительный диктант, то есть можно привести ребенка. Информация есть на сайте, как можно позвонить организаторам и попытаться принять участие. Это интересное мероприятие, тем более сами организаторы детской художественной школы, они не знают, какое будет задание. То есть задание им дадут за полчаса до проведения своего мероприятия. То есть задание интересное. Я считаю, что надо поддержать союз в этом плане, но и наша задача организовать свою региональную ассоциацию. Вот в этом плане. Это первый вопрос, ради чего, собственно, хочется собрать съезд. Второй вопрос. Если вы прочитаете, видите, воспитательный потенциал художественного образования, способствующий духовно-нравственному развитию обучающихся на всех уровнях образования. Это воспитательная компонента, то есть это направление именно воспитательной среды. Она касается всех уровней и касается всех направлений, как музыкального, так и художественного. И здесь я не делю ни на уровне ничего. То есть здесь в рамках этой секции могут выступать и музыканты, и художники, и воспитатели, и преподаватели высшей школы. Для чего? Для того, чтобы мы могли увидеть, как вот это направление воспитательное реализуется на разных уровнях образования. Есть ли точки соприкосновения, есть ли точки стыковки. Вот такое предложение. Дальше. Использование современных технологий в преподавании изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества, дизайна и, наверное, музыки тоже надо будет включить. Я включаю позиции информационно-коммуникационных технологий, творческие проекты, портфолио, мастерские. Да, это новые. И если такие есть прецеденты, опыт работы учителей, он может его здесь представить. Опять же, я не делю по уровням. То есть в рамках этой площадки могут принимать участие все уровневые преподаватели, кто занимается этой проблематикой, новыми технологиями. Понятно? То есть к чему я веду? Чтобы мы рассмотрели преемственность, да, от детских образовательных организаций к общеобразовательной школе, потом к дополнительному образованию, в систему средней школы и к системе высшей школы. Очень важный компонент, я думаю, что музыканты тоже могут согласиться, формирование индивидуальных траекторий развития обучающихся средством творческих конкурсов и выставок. Потому что у музыкантов он есть. Только выстраиваете ли вы это в систему программы? Да, индивидуальной программы. Она есть и в школе, она есть и в доп. Образовании. Ребенок регулярно принимает участие в каких-то творческих конкурсах. А как это влияет на его развитие? Как он развивается в системе этих конкурсов? Нужно ли выстраивать ему позицию уровневых конкурсов? Да? Вот это вопрос для обсуждения. Понятно? То есть, что я закладываю в систему этого вопроса, я сейчас комментирую, поясняю. Пятый вопрос, он связан с нашим сегодня вторым вопросом – преодоление профессиональных дефицитов, да? Учителей искусства и развитие его личности. Это форумы, методы, программы, профессиональные методические проекты, портфолио, курсы повышения квалификации и так далее. То есть очень широкий диапазон. Да? То есть здесь может быть представлена система обучения будущих
учителей искусства. Вот как раз это методическая такая среда, и, возможно, и, может быть, сюда и войдет вот мое конкурсное пространство, педвернисаж, как форма, в общем-то, профессионального роста. Шестой – возможности для организации сетевого взаимодействия между организациями образования и культуры в области художественного образования, эстетического воспитания, художественного просвещения. Еще одна область, которая у нас не паханая. Да? Вот и взаимодействие музеев, галерей, театров, филармоний с школами общеобразовательными, да? Да, как... что в концепции тоже об этом. Да, то есть это все идет в рамках концепции. То есть как может выстраиваться система, может ли выстраиваться система обучения и так далее. То есть сюда как раз эта работа, она тоже широко может быть представлена всеми уровнями. Сюда, в принципе, подключаются еще и учреждения культуры, и те же художественные школы и музыкальные школы, да, о которых мы говорим. То есть диапазон вопросов очень широкий. Не знаю, Наталья Александровна, у вас может появиться какой-то диапазон? Ну, скорее всего, появится, потому что надо здесь еще посмотреть. Это ведь будет у нас как это по секциям работать. Да, это по секциям будет. Да, это... тут надо добавить будет, конечно же, еще. Сейчас это просто я направления набросала какие-то направления какие-то. Потому что если не знать, по каким направлениям будет планироваться может конференция... Может быть, сюда включить и национально-региональный, может быть, компонент. Я думала об этом, что да. Здесь все равно и в концепции об этом идет речь, да. Кстати, спасибо, Наталья Александровна, я, честно говоря, хотела... Мы еще с вами обсудим, это только мы закидываем удочку, как говорится, на будущее. То есть, может быть, целая секция будет по этому культурному художественному образованию, целая секция. Ну, я считаю, что она вы нужна правильно, да, инициатор опять вы, конечно же, по поводу проведения конференции, это хорошая идея, потому что мы, опять же, хотим встретиться уже с нашими. Есть возможность выехать с села, с деревни, с поселка, с города, выйти сюда, прийти и пообщаться. Да, потому мы что стараемся... у нас проблема в том, что у нас нету, мы не видим никого, да, практически. Мы видим только экран. Дистанция – это дистанция. Да. И нам хотелось бы увидеть тех людей, которые вот это все нарабатывают, но почему-то мы эти материалы на сегодняшний день не видим. В конференции это тоже очень важно, поделиться опытом для аттестации. Тем более, для благодаря будущего. конференции мы сможем собрать этот опыт, его привести в порядок и опубликовать в системе сборника. Это же тоже очень важно, что у нас будет это будет научно-практическая конференция, потому что, скорее всего, мы ориентироваться будем и на мастер-классы, и, возможно, музыканты выйдут на мастер-классы, о которых я говорила в рамках педвернисажа, да? Ну да, конечно, то есть... здесь нужно просто озвучить будет еще. Конкретно с людьми. То есть это отдельно будет еще среда площадок мастер-классов. Я думаю, что это будет ориентировочно. Мы планируем эту конференцию на ноябрь, на каникулярное время, чтобы вы знали, что это есть возможность приехать. Вот. То есть время на подготовку тоже достаточно большое. Вот. Наша задача, конечно, сейчас подготовить информационное письмо и его запустить в рамках этой конференции. Ну вот такие черновые вопросы я еще буду обсуждать, собственно, саму тематику этих вопросов. Я думаю, Наталья Александровна тоже внесет свои дополнения. Да, здесь. Вот. И я думаю, что так как конференция колоссальная, то помощники мне понадобятся и со стороны отдельных организаций. Да. Вот. Ну, собственно, вот я проанонсировала наше мероприятие. Сейчас еще проанонсирует Наталья Александровна свое мероприятие. Да, я хотела бы сделать сообщение еще такое по поводу проведения уже 3-го республиканского творческого турнира школьников по музыке. И это мероприятие, которое уже стало традиционным для нашей республики, в том числе, потому что это уже будет 3-й республиканский, а если я не ошибаюсь, мы вроде бы как 3 провели еще городских турнира школьников по музыке. История его такова, что инициатором этого мероприятия является у нас Уточкина Елена Юрьевна, это кандидат педагогических наук, преподаватель нашего колледжа гуманитарно-педагогического. В общем-то, этого человека знают у нас в республике, естественно. И учителя музыки ждут уже, я так думаю, этот турнир, потому что еще год назад, когда мы проводили то, в общем-то, все ждали уже и 3-й республиканский турнир, было высказано мнение, и все поддержали, в общем-то, его тематику. Тема будет связана с национально-региональным компонентом, и его название будет следующее. Вот сейчас говорят Рябиновой, этнокультурное содержание. Да, ну вот как раз оно, и опять же мы возвращаемся в концепцию. Мы
немножко вернуться к терминологии, забудьте, что у нас есть национально-региональный компонент, а есть этнокультурное содержание. Хорошо, этнокультурное Немножко содержание. поменяйте это в содержании Да. положения. Ну, положение, я хочу сказать, что оно уже утверждено у нас Министерством образования, науки и молодежной политики. Мы уже включены в план мероприятий на следующий учебный год. И я хотела бы сказать, что самой главной задачей является, естественно, это воспитание патриотических чувств и чувств к малой родине, к своей. Сейчас обращаемся опять к концепции, да, Да. по первому воспитательному компоненту Да, вопросу. мы здесь опять бьем в точку. Вот. И также то, что повышение престижа вообще самого образовательного процесса по предмету музыка, о чем мы уже сегодня и говорили. Организаторами турнира являются Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, муниципальные органы управления образованием и наш гуманитарно-педагогический колледж имени Куратова. Но я немножко скажу о порядке организации и проведения турнира. У нас, в общем-то, учителя, которые уже участвовали в республике, знают этот порядок, но я немного напомню. В турнире принимают участие только зарегистрированные участники. Для участия в турнире необходимо в период с 12 октября до 12 ноября 2019 года заполнить заявку. Заявка будет указана у нас в нашем положении по адресу, ее можно будет отправить. Турнир будет проводиться в 3 этапа. Это первый этап, это школьный, отборочный, проводится в дистанционной форме муниципальными образовательными организациями районов и городов Республики Коми в сроки, установленными оргкомитетом. В положении будет указано содержание основных вопросов этого этапа. Второй этап – это муниципальный, отборочный, проводится также в дистанционной форме муниципальными органами управления. И второй этап, в общем-то, он тоже будет включать как теоретические задания, так и творческое задание. Творческое задание, вот мы и придумали такое необычное для нас творческое задание, это видеодемонстрация изготовления детьми музыкального инструмента, не имеющего аналога, из природных материалов, и сочинение сказки об этом инструменте. Так, и третий этап – это республиканский. Проводится он в очной форме в городе Сыктывкаре на базе нашего гуманитарно-педагогического колледжа. И здесь, в общем-то, дети покажут свои творческие способности и также знание терминологии и музыкальных понятий. Сроки проведения этапов и прием заявок – это с 12 октября по 12 ноября 2019 года, то есть это следующий учебный год. Первый этап проводится с 14 ноября по 23 ноября 2019 года, это онлайн-тестирование. Второй этап с 17 по 22 февраля 2020 года, это онлайн-тестирование и дистанционная викторина. И третий этап 17-18 апреля, это в 2 дня мы сделали в этом турнире 2020 года, 17-18 апреля 2020 года. Это очный заключительный этап. Но участниками турнира являются учащиеся 4 класса. Мы впервые проводим с учащимися начальной школы, и, в общем-то, эту идею поддержали сами учителя, когда мы организовывали круглый стол. Количество и состав участников первого этапа определяются образовательной организацией. То есть школа выдвигает не менее 1 класса, представленный полным списочным составом. Второй этап уже отбирает оргкомитет. Это 5 человек, которые набрали наибольшее количество баллов. И участники третьего этапа турнира в командных соревнованиях являются победителями второго этапа, набравшие наибольшее количество баллов. По 5 участников будет в каждой команде. Ну, в общем-то, что очень важно отметить, что сейчас уже учителям, почему я сегодня об этом говорю, потому что учителям музыки остается достаточно мало времени, чтобы подготовить своих учащихся. Это же целая группа. Да, это целые классы. И, в общем-то, мы сделаем следующее. Наталья Геннадьевна нам поможет выложить на сайт положение. Следом пойдет сразу же информационное письмо. И также мы уже готовим информацию для учителей, в которых будет обозначено круг вопросов, который примерно будет в тестировании. То есть информационное письмо и положение опубликованы на сайте... На сайте КРИРО. И на сайте КРИРО, и РМО. В РМО, да.
И здесь я бы хотела сразу сказать, что также у нас будет документ, как информация для учителей, где будут определены фамилии композиторов, а это мы уже примерно предположили. Это Яков Перепелица, Ирина Блинникова, вот, Осипов. И, в общем-то, мы здесь определим круг вопросов примерно, куда надо обращаться, и будут сделаны ссылки на музыкальный материал, который можно воспользоваться при слушании детьми и подготовке детей. В общем-то, следите за информацией. И самое главное, я бы хотела немножко сказать о финансировании, обеспечении турнира. Это проезд, питание, проживание участников 2 и 3 этапов осуществляется за счет направляющей стороны. Для участия команды в 3-м этапе турнира предоставлен оргвзнос в размере 1000 рублей. Оргвзнос включает в себя расходы на пересылку участникам турнирных заданий, инструкций, рекомендаций и подготовку наградных материалов. А оплата оргвзноса производится по безналичному расчету. В этом году у нас оргвзнос, конечно же, меньше, чем в прошлом турнире будет. Вот, потому что были высказаны мнения по этому поводу, но все эти деньги пойдут к вам, они вернутся вам в качестве и призов, и информационных листов, да, инструкций и так далее. Вот. Итоги турнира проводятся по окончании каждого этапа, и они публикуются у нас на сайте нашего колледжа. Но также можно сделать публикацию и в РМО. Да, продублировать его в РМО. Поэтому сейчас уже берите себе на заметку, и уже можно, в общем-то, начинать подготовку. Ну, что-то подобное, как я сейчас озвучила, изобразительный диктант, только изобразительный идет всероссийский, а здесь в данном случае турнир идет республиканский. Учителя уже ждут этот турнир, и на следующей неделе, я думаю, мы уже опубликуем материалы, которые будут касаться турнира. Спасибо, Наталья Александровна. И давайте все-таки подведем итоги. Уже этот слайд уже, наверное, видели. То есть мы позиционируем, что это все-таки собрание, и мы должны все рассмотренные нами вопросы внести в протокол. На сегодняшний день я еще не знаю, сколько людей у нас принимают участие, но у нас тут хоть 3 участника есть, зрители у нас тоже есть. Поэтому все вопросы, которые мы с вами рассматривали, по первому вопросу принять к сведению информацию о содержании предметной концепции искусства, в дополнение, что надо взять ее на вооружение, да? То есть обязательно ее изучить, просмотреть и через нее позиционировать как предмету, что концепция принята, она работает, и очень многие мероприятия, которые проводятся, они позиционируют в рамках вот именно этой концепции. Второе, принять к сведению социально-профессиональный портрет учителя изобразительного искусства и музыки. То есть я в дополнение, сегодня утром я доделала портрет музыки, поэтому не внесла еще это изменение в презентацию. Но я думаю, что это была информация полезна. Да. И мы продолжим работу в течение этого года. Мы подготовим анкету, и мы попробуем через активистов РМО эту анкету разослать. Сейчас анкеты все электронные, поэтому проблем нет никаких. Ваша задача будет просто в электронном виде ее заполнить. Она может заполниться со смартфона, и можно ее заполнить с компьютера. Мы ее сделаем такой, что все данные, которые вы там напишете, они будут сразу позиционироваться в нашей сводной таблице, и систематизировать материал нам будет очень легко. Главное, чтобы вы приняли участие в этой анкете. Дальше организовать оценку результатов проведенного профессионального мероприятия на площадке сообщества по вкладке «Предметно-дискуссионная площадка». Это касается педвернисажа. Мне очень хочется увидеть обратную связь. Коллеги, без обратной связи очень тяжело. То есть на сайте можно, нет, в этом году как-то не проявили активность обратной связи. Мне очень хочется, чтобы все-таки комментарии какие-то были высказаны. Для чего это делается? Вы не думаете, что это лично мне надо? Мне лично уже ничего не надо. Я потому что достаточно много делаю для того, чтобы все это вот произошло, да, то есть я знаю, я уже более 10 лет занимаюсь этим конкурсом, и вы понимаете, что для меня это часть моего жизненного пространства, то есть оно мне нужно, я знаю, что мне это нужно, и если я что-то тут делаю, то это, собственно, это является личной активностью, личной позицией. А вот нужно ли это вам? Вопрос.
Нужно ли об этом организовать? Но вот с позиции документов, которые вышли, я понимаю, что он необходим. Да? То есть на сегодняшний день сама концепция подтверждает, что мы шли, вот даже турнир и диктант, и вот этот вернисаж, мы идем в правильном направлении в рамках повышения уровня профессионализма наших учителей. Поэтому все-таки обратная связь. Это нужна в первую очередь нашим республиканским чиновникам, для того, чтобы они обратили внимание на наш предмет, поняли, что он есть, Да. что он существует, что он, в общем-то, живет еще, он не если мы умер. ничего не будем И если мы делать, ничего да, предпринимать мы не просто будем, исчезнем. то он исчезнет, да. Как сказку сейчас читаю, то же самое. Бесконечная книга. Забыли, значит, исчезли. Вот. И четвертый вопрос – это принять активное участие в Республиканской научно-практической конференции в ноябре 2019 года. Цель – систематизация опыта обучения, воспитания, подготовка статей, докладов о методическом опыте в художественном образовании, разработка мастер-классов по актуальным темам обучения в художественном образовании. Ну и пятый вопрос – принимаем к сведению. И пятый вопрос – Следим за информацией. следим за самое информацией, главное, за анонсами, за всем остальным. И, собственно, вот такой у нас сегодня было такое собрание. Опять же, позиционируем тем, что к нам можно обратиться напрямую. Есть телефон и email. Телефон поменяла. Обратите внимание, что телефон Укриру поменялся. Он теперь единый у нас номер. Только нужно на нас выходить через добавочные номера. 320. Ну, кто знает мобильные телефоны, то есть могут напрямую связываться с нами. Точно так же активно работает почта. Не знаю, как у Натальи Александровны, но у меня почта, она всегда кипит. Вот, поэтому все, которые вы документы присылаете, я поправляю. Если вижу интерес, методический интерес, я вижу, что надо обязательно работу поправить, сделать и опубликовать, такая работа ведется в течение года постоянно. Только за январь я опубликовала около 4 материалов. Ну вот давайте, может быть, анонс тоже сделаем того, что мы уже планируем. Да. Там мы определились с числами немного, сейчас определились 12 марта и 18 марта, 15 марта и 18 марта провести практическое занятие по написанию конспектов. Наверное, больше нас часть интересуют конспекты с учителями музыки. Ну, может быть, там и присоединяются учителя изобразительного искусства. Мы хотим сделать каким образом? Небольшая теоретическая часть, а потом на основе уже имеющихся просто это практический семинар, сели за компьютер и начинаем прямо править свои документы. Я комментирую, если что, консультация будет на месте дана, и каждый может быть свой конспект, который он хочет опубликовать, он сможет поправить вместе с нами. Сейчас пока ориентировочное время ставим 4 часа или 3 часа? Ну, наверное, 3 часа, потому что, наверное, мы за час не сделаем, а хотя бы, чтобы 2 часа мы могли пропозиционировать. И мне надо будет заявить этот вебинар, семинар, что он будет проводиться в рамках и как итог, концепции. Это, скорее всего, публикации, Публикация мы можем сделать. Это самая главная наша задача. Ну, если вы захотите не быструю публикацию, а все-таки принять с этим материалом участие в конференции, то это другая немножко задача, там нужно будет и презентацию делать, и все. Это, наверное, другой вопрос. Сейчас давайте на публикации ориентироваться, на сайте, нашем сайте РМО, где у нас есть методическая копилка, где мы потихоньку начинаем собирать материалы именно методического характера, которым вы абсолютно легко можете воспользоваться, потому что он открытый материал. Его можно взять и в общем-то, использовать. опять же, это необходимость при прохождении аттестации. Тем более, я так думаю, что даже те материалы, которые мы делаем в области изобразительного искусства, будут не менее полезны учителям музыки, а те материалы, которые делают учителя музыки, будут полезны учителям изобразительного искусства. Ну, в общем-то, мы так и работаем. Да, потому что вот поправки я веду так, чтобы это все-таки был именно публикационный материал, чтобы не стыдно было материалы позиционировать в рамках интернета. Нам эта встреча и необходима в связи с этим. Собственно, мы закончили наш в общем-то, работу. Я думаю, что наша задача сегодняшнего собрания, она выполнена. Мы с вами прощаемся. Опять же, прошу обратную связь, хоть каким-то образом отпишитесь, протранслируйте, напишите письма или, по крайней мере, напишите о трансляции
Я забыла, честно говоря, опубликовать письмо в новостях сообщества, но я думаю, что это сделаю. Может быть, в рамках сообщества какие-то комментарии вы сможете оставить. Ну, собственно, до свидания. До свидания. Я, наверное, дополню, что основные мероприятия по педвернисажу, опять же, поступают мне вопросы, Наталья Геннадьевна, когда закончится педвернисаж, по положению, которое я разработала, заканчивается работа по педвернисажу 28 февраля 2019 года. То есть до 28 февраля у нас работает выставка, и в рамках празднования юбилея КРИРО мы еще можем провести экскурсию. Скорее всего, смотрите за анонсами, будет проведена экскурсия. Если есть желающие прийти на эту экскурсию, просто посмотрите по времени и приходите. Да, экскурсию проведу я. И будет еще очередная презентация нового направления работы, да, которая пройдет 26 в 12:30 в 218 аудитории, где, собственно, мы покажем, что еще сделано нами, и там тоже можно будет прийти и посмотреть. То есть приглашаю на эту презентацию. Спасибо большое, до свидания.